Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Абдикаримов Сабиржан Токтосунович жана Бишкек мэриясынын саламаттыкты сактоо шаардык башкармалыгынын башчысы Исмаилова Бактыгүл Сардарбековна маалымат беришмекчи. Маалымат жыйынды Түзоодон ЛТР, КТРК, Ала 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Сабиржан Токтосунович, сөз сизде. Микрофонду күйүз аласызбы, кечиресиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бир суткада ичинде жалпысынан 10 бейтап ооруканадан чыгарылды. Жалпы айыгып чыккандардын саны 2021. 2020 жылдын 22 июнуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 205 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 82, Чүй областында 33, Ош шаарында 25, Ош областында 20, Ысык-Көл областында 10, Жалал Абад областында 8, Баткен областында 12, Нарын областында 19, Талас областында 6 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 3356 учурду катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 233, Ош областында 342, Ош шаарында 362, Чүй областында 445, Бишкек шаарында 1148, Баткен областында 43, Нарын областында 450, Ысык-Көл областында 60, Талас областында 33 учур, андан Россиядан келген жарандардын арасында 240. Каза болгондордун саны бүгүн 40-ка жетти. Акыркы 24 сааттын ичинде 3 киши каза болду. Бул Кыргыз-Түрк ооруканасында бир аял, 52-жылкы Талас аймактык ооруканада бир аял, андан кийин Ноокент аймактык ооруканасында бир аял. Буларга туугандарына терең кайгылуу менен көңүл айтабыз, сабырдуулукка чакырам. Бир сутканын ичинде биздин медициналык кызматкерлердин арасында жуктургандардын саны 26 киши түздү. Анын ичинен Бишкек шаарынан 6, Чүй областынан 3, Ош шаарынан 2, Ош областынан 4, Баткен областынан 2, Ысык-Көл областынан 6, Нарын областынан 2, Талас областынан 1. Жалпы медициналык кызматкерлердин коронавирус оорусуна шалдыккандардын саны 583 түздү. Бүгүнкү күндө стационарда 575 оору дарыланып жатат. Анын ичинен оор абалдагысы 36, анын 11-и жандандыруу бөлүмүндө жатат. Орточо абалда 155, канаттандырарлык абалда 380, ал эми үйдө дарылангандардын саны 724. Ошондо биздин чыгарылгандардын жалпы саны 2021. Бир сутканын ичинде жасалган изилдөөнүн саны 2289. Рахмат, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день, уважаемые соотечественники. За последние сутки из стационаров выписано 10 пациентов. Всего за это время выписано выздоровление по стране 2021. За сутки в стационарах зарегистрировано 3 смертных случая от коронавирусной инфекции. Это Бишкеке, 52 года рождения, Таласской области 1 и Ноокенском районе 1. Всего случаев смертельных 40 смертельных случаев COVID-19. На 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых подтвержденных случаев. Из них в Бишкеке 82, в Чуйской области 33, в городе Ош 25, в Ошской области 20, в Ысык-Кульской области 10 случаев, в Жалал-Абадской области 8, в Баткенской области 2 случая, в Нарынской области 19, в Таласской области 6 случаев. В Кыргызстане итак, на сегодня зарегистрировано 3356 подтвержденных случаев инфицированных COVID-19. Из них в Жалал-Абадской области 233, в Ошской области 342, в городе Ош 362, в Чуйской области 445, в Бишкеке 1148, в Баткенской области 43, в Нарынской области 450, в Ысык-Кульской области 60, в Таласской области 33,
из российских прибывших 240. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19, из них в Бишкеке 6, в Чуйской области 3, в городе Ош 2, в Ошской области 4, в Баткенской области 2, в Иссыкульской области 6, в Нарынской области 2, в Таласской области 1. Общее количество инфицированных COVID-19 составляет 582. За сутки выписано медработников, значит, нет, но число общих выписанных составляет 387. Сегодня в стационарах получает лечение 571, из них в тяжелом состоянии 36, из них находится 11 в реанимационном отделении, средней тяжести 155, удовлетворительно 380, в домашних, значит, изоляциях находится 724, выписано 2021. Итак, значит, проведено исследование за сутки 2289 образцов материалов. Спасибо. Бактыгуль Садырбековна, вам слово. Доброе утро, уважаемые друзья, уважаемые жители города Бишкек. Разрешите мне дать краткую информацию о работе горячей линии 118 и работе мобильных бригад города Бишкек. В связи с эпидемиологической ситуацией в Кыргызской республике 23 марта 2020 года приказом Министерства здравоохранения за номером 182 и Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве 24 марта за номером 108 о создании мобильных бригад в организациях здравоохранения первичного звена были созданы 10 бригад для наблюдения за состоянием здоровья лиц, находящихся на карантине в домашних условиях. В связи с увеличением объема работы бригад и включением в состав бригады лаборантов для проведения ПЦР-тестирования, экспресс-тестирования, взятия клинического материала для ПЦР-исследования, было с распоряжением мэрии от 8 апреля 2020 года были созданы бригады в количестве 40 уже бригад. В целях недопущения инфицирования медицинских работников организации здравоохранения, обеспечения безопасности работников мобильных бригад ЦСМ города Бишкек в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения стандартами и операционными процедурами, городским управлением здравоохранения был издан приказ от 28 апреля об экстренных мерах по предотвращению заражения коронавирусом сотрудников организации здравоохранения города Бишкек. И с того периода бригады города Бишкек перешли на вахтовый режим работы. Они работают 14 дней и 14 дней уходят на обсервацию. Пересмотрен также состав бригад, количество, разработан график смен бригад. С целью обеспечения условий для проживания нашей бригады, наши медики сегодня живут в гостиницах. Днем они работают на базах, на специально открытых базах бригад мобильных. И вечером они уезжают уже на отдых в гостинице города Бишкек. В настоящее время бригады объединенного ЦСМ Свердловского и Октябрьского районов, они располагаются на базах объединенных ЦСМ, там есть специальные помещения с отдельным входом, созданы все условия. И бригады Ленинского и Первомайского района, они отделены, для них создана специальная база на базе интерната 1 в городе Бишкек. Значит, в связи всего, значит, в период с 25 марта 2020 года бригадами было осуществлено 17 251 выезд, направлено на госпитализацию 200 человек. У 21 796 человек были взяты мазки на ПЦР-исследование. Значит, резко выросла сейчас у нас обращаемость. Если в сравнении взять на 12 июня у нас было, допустим, выездов 205 и было взято мазков на ПЦР 334, то уже 21 июня было уже 504 выезда, взято мазков 630. С 21 июня, значит, по решению и по предложению республиканского штаба и по решению Министерства здравоохранения, с 21 июня запланирован круглосуточный режим бригад, они будут работать по графику. Обеспечение дополнительных автотранспортных средств, проживание работников бригад в гостиницах, питание осуществляется за счет местного бюджета. 6 апреля этого года на базе городского управления здравоохранения работают телефоны горячей линии 118. Это колл-центр «Пациент», который работает по принципу «Пациент, колл-центр, система здравоохранения». Телефоны горячей линии открыты сегодня для консультации граждан, которые прибыли из других стран, прибывших из неблагополучных районов. Значит, также
Они сегодня консультируют всех граждан, те, которые сегодня обращаются с жалобами на симптомы вируса. За период 6 апреля всего на телефоны горячей линии было, значит, обращение 15 723 звонка. Значит, все обращения с жалобами и симптомами после того, как проводится фильтр, они передаются мобильным бригадам объединенных центров семейной медицины города Бишкек. Ранее, значит, на колл-центре существовало 4 линии. В связи с тем, что сейчас резко увеличилось обращение, значит, количество линий на сегодня увеличено. 6 линий колл-центра 118 находится на базе городского управления здравоохранения. Еще дополнительно 8 линий открыто на базах центров семейной медицины. Сегодня работает у нас 14 линий. Также с 20 сегодняшнего дня, с 22 июня, значит, все колл-центры переходят на круглосуточный режим работы. Ранее, 2 днями ранее, колл-центр при базе ГУС тоже уже начал работать в круглосуточном режиме. Значит, кроме этого, в центрах семейной медицины сегодня работают телефоны доверия круглосуточные, есть телефоны доверия с городскими номерами, поэтому любые граждане, значит, города сегодня могут, кроме колл-центра 118, также звонить на телефоны доверия своих центров семейной медицины, где лица, которые сидят на этих телефонах, они вам дадут сегодня качественную консультативную помощь при обращении. Спасибо. Эми бизге келип түшкөн суроолорго өтсөк, алгач айтып койсом, биздин маалымат жыйындын убактысын 1 саат деп чектеп алсак, саат 11:00 чейин, анан бул убакытта келип түшкөн суроолордун баарына жооп алганга аракет кылабыз. Итак, первый вопрос. Будут ли заводить новое российское лекарство Авифавир? Сабиржан Токтосонович, мой вопрос вам. Значит, любое новое лекарство должны проходить проверка, испытания и одобрено специальной фармакопейной комиссией. Вот он должен получить ВОЗовскую преквалификацию и должен получить заключение. После того, по рекомендации ВОЗ, будет применяться для лечения больных указанные препараты. Спасибо. Следующий вопрос. Почему не построили ни одного мобильного госпиталя? Мобильный госпиталь сегодняшний день у нас, можно сказать, не мобильный, а обычный госпиталь построенный на базе, значит, в аэропорте Манас. Там раньше была база Ганси. Сегодняшний день на 600 коек организован со всеми условиями госпиталь, можно сказать, двухместные. Внутри имеется водопровод, душевая и санузел. Кроме того, еще, значит, это 5 корпусов по 120 мест. Кроме того, еще 7 корпусов подготовлены, где вот в комнатах, к сожалению, там каждой палаты отсутствует санузел, но общий санузел имеется для обсервации приезжих наших граждан. Все находится там. Мы сейчас еще планируем, если необходимость будет, гостиницу Аккеме превратить в стационар. Спасибо. Почему так трудно сдать ПЦР-анализ? Кругом все болеют и не знают чем. Знаете, нагрузка очень большая сегодняшний день, поэтому сейчас вот особенно в государственных организациях, министерствах, ведомствах, других по одному, по 2 случая регистрируется, и каждый хочет сдать анализы. Поэтому сейчас у нас очень наплыв, нагрузка. К сожалению, только одна частная лаборатория, и то она перегруженная. И мы сейчас пытаемся еще дополнительно, значит, приобрести еще 4 аппарата. В течение этого месяца поступает из Кореи. Если будет установлено, она будет разгружаться. И нет необходимости со всех брать анализы, потому что есть по эпидемиологическим показаниям самые близкие контактные. Мы будем брать анализы, определяет эпидемиолог в каждом случае. Эмне себептен 118 кол борборуна жана мобилдик топторго элдин наразычылыгы көп, алардын ишин министр көзөмөлдөбөйбү? Бул чындыгында мындай фактылар бар. Тилекке каршы бүгүн ошонун жоюш үчүн азыр Бактыбек Садырбеков айтып атпайбы? Бүгүн ошо колл-центрдин линиясын көбөйттүк.
азыр 14 линия алды. Андан тышкары ошол жердеги телефон горячий линиялар бар ал жерден. Анан кийин круглосуточныйга өткөрдүк. Мурда болсо 8-ден 8-ге чейин болчу. Азыр анын бардыгын күнү түн иштей турган кылып туруп өзгөрттүк режим работасын. Рахмат. Жеке коргоочу каражаттар медицина кызматкерлерине төлөнө турчу каражаттар жетиштүүбү? Жеке коргоочу кийимдердин баары жетиштүү. Ал бир жолу колдонуучу жана бир нече колдонуучу бет каптар, очкилер, көз айнектер жана башка мындайча айтканда кол каптардын баары жетиштүү, проблема жок. Ар бир күнү штатта биз сурайбыз жерлерден жетиштүү. Андан тышкары жакында биз өзүбүз сатып алатабыз. Ошонун баардыгы жетиштүү. Экинчиден, биздин төлөнүүчү компенсациялар бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, акчабыз бар. Азыр комиссия иштеп атат. Муну өтө мындайча айтканда биринчи алгачкы документтерин баарын текшерип чыгыш керек. Себеби дегенде мунун оору жугузгандын булагын билиш керек, жугузуу шарттарын билиш керек. Андан тышкары ошонун негизинде комиссия уже бере баштайт. Жакын атасында бир жакынкы аранын ичинде баарын толугу менен жана айткан врачтардын компенсациясын төлөп беребиз. Андан тышкары бүгүнкү күндө мына июнь айынын кошумча зарплатасындагы төлөгөнгө биз азыр өкмөткө сунуш киргиздик. Каржы министрлиги акча таап берсе, биз ушул июнь айынын жылдын аягына чейин кошумча төлөмдөрдү төлөп бергенге биз даярданып жатабыз. Спасибо. Следующий вопрос. Бактыгуль Сардарбековна, вам. Граждане жалуются на то, что до службы 118 сложно дозвониться, а если и дозвонился, то приходится долго ждать, пока приедет мобильная бригада. С чем это связано? Сколько человек задействовано в обеспечении работы службы 118? Сколько операторов одновременно на связи отвечают на звонки? Сколько мобильных бригад и хватает ли такого количества? Есть ли проблемы с увеличением числа мобильных бригад? На сегодняшний день, как я ранее уже сказала, значит, было 6 линий, они находились на базе городского управления здравоохранения. С сегодняшнего дня еще подключено 8 линий, эти линии в объединенных центрах семейной медицины, по 2 линии в каждом центре. Значит, всего 14 линий на сегодняшний день работают, задействовано 28 операторов-консультантов, они работают в 2 смены. По бригадам, значит, как ранее было сказано, сначала было создано 10 бригад, потом были они увеличены до 20. Сейчас в связи с тем, что увеличилось количество обращений, количество бригад увеличено до 40. Значит, в каждой бригаде 3 человека работает, на сегодняшний день 120 человек задействовано. Действительно, в последнее время очень много звонков у нас, но я хочу вам отметить, я хочу сказать, и, кстати, пользуясь вот этой площадкой, к гражданам нашего города тоже обратиться. На сегодняшний день звонки идут разного характера. 100%, если взять, на сегодня, вот мы сделали анализ за вчера, 50% звонков, анализов, они не медицинского характера, звонят о том, что границы, можно ли сегодня проехать на Иссык-Куль, можно ли выехать без справки, и разные, вот сегодня у нас такие пошли звонки. Это все заполняет линию, значит, 50% звонков медицинского характера, при этом мы принимаем звонок, и время, значит, разговора оно составляет от 5 до 15 минут почти, потому что медики на сегодня, они дают консультации, за счет этого, значит, идет загрузка линии. Загрузка линии, когда идет, оно дает на том конце провода дает линию не показывает занятой, линию показывает, как будто трубку не берут, поэтому я хочу сегодня ко всем обратиться. Колл-центр сегодня работает, просто на тот момент линии заняты. Вот, кроме сегодня, значит, очень много также принято заявок для работы мобильных бригад. Значит, все эти заявки передаются. С вечера планируется также плановая работа бригад мобильных. Вы знаете, мобильные бригады сегодня занимаются наблюдением граждан, которые находятся на домашнем карантине. Это те люди, которые являются контактными наших выявленных зараженных лиц. Значит, при выезде они выезжают, смотрят на первый визит, который очень важный.
Значит, они осматривают жилье, осматривают условия, дают рекомендации, заполняют те или иные бумаги. Также на домашнем карантине у нас сегодня находятся бессимптомные наши граждане. Вы знаете, что вот буквально в последнее время приказом Министерства здравоохранения разрешено бессимптомным гражданам оставаться на домашнем карантине при строгом соблюдении всех рекомендаций. Бригады мобильные также наши туда выезжают. Сегодня они наблюдают на домашнем карантине также за людьми, которые прибыли из-за границы. После нахождения в обсервации, вы знаете, они выписываются также на 14 дней на домашний карантин. По тому же принципу сегодня работа также ведется. И кроме этого наши дальнобойщики. Плановая работа сегодня она есть, она с вечера планируется. Звонки, которые поступают на колл-центр 118, они передаются также значит, передаются координаторам бригад мобильных. И там планируются выезды. На сегодня я хочу сказать, что процентов 40 сегодняшних наших выездов сегодня, они не обоснованные. Мы приезжаем на вызов, там оказывается, что люди просто, в связи с тем, что все люди сейчас знают симптомы, основные симптомы ковида, это повышение температуры, это кашель, это одышка, это потеря вкуса, маняние, они перечисляют эти симптомы, при этом требуют, чтобы приехала бригада мобильная, принимаются вызова, передаются, и тогда, когда приезжают домой, выясняется, что люди абсолютно здоровы, они просто хотели сдать вот этот мазок, чтобы выяснить, есть у них вот эта вот инфекция или нет. Поэтому сегодня очень много времени занимают такие выезды у нас. Вот. Значит, и при этом, когда наши выезжают на эти вызова, принимают звонки совершенно другого характера, действительно наши граждане, которые нуждаются сегодня в выезде, они как бы наш выезд, нашу помощь, вот эту консультативную, они получают запоздалым. Вот, за счет того, что сегодня бригады увеличены, мы сегодня работу свою сейчас будем пересматривать и строить, наверное, немного по-другому. Поэтому я прошу, чтобы отнеслись с пониманием к нашим медикам. Медики сегодня очень загружены, мы работаем в режиме авральном. Кроме, вы знаете, что все члены бригады мобильные, они, значит, пришли к нам из центров семейной медицины. Центрах семейной медицины также сегодня работа в штатном режиме идет. Поэтому сегодня мы делаем и предпринимаем все попытки, чтобы жалобы уменьшить. Спасибо. Какие больницы уже заполнены и не могут принимать новых больных ковидом? Как в этой связи обеспечиваете доступ к медпомощи не коронавирусным больным? Значит, у нас открыли мы больницы два типа. Первый положительным результатом это республиканская клиническая инфекционная больница, вторая турецкая больница, кыргызско-турецкая больница и национальный центр фтизиатрии, где только госпитализируется с положительным результатом. Кроме этого, у нас 6-я больница отрицательным результатом, то есть внебольничные койки. Вчера мы открыли национальный госпиталь на 130 коек, именно увеличили в последнее время обращения с отрицательным анализом, но и у них имеется пневмония. Мы со вчерашнего начали принимать на 120 коек национального госпиталя больницы. Кроме того, сейчас мы еще планируем, если вдруг будет, это первая больница будет перепрофилирована, и думаем, значит, гостиницу Аккеме перепрофилировать под стационар. А так у нас для контактных и легкие формы, значит, в районе аэропорта Манас, Ганси, там на 600 коек у нас организованы койки. Спасибо. Озвучьте, пожалуйста, статистику по выявленным пневмониям с марта этого года. Сколько пневмоний было за аналогичный период прошлого года? Значит, у нас статистические данные даются каждый квартал. По итогам первого квартала в стране, значит, в 2019 году было 12 115 случаев, а в 2020 году 8 992. По итогам 6 месяцев мы статистические данные. Но в последнее время отмечается резкое увеличение 2 раза по предыдущим месяцам людей, которые обратившись в внебольничной пневмонии. Спасибо. Почему в начале эпидемии был жесткий карантин, а теперь, когда так много заболевших, карантина по сути нет? Транспорт ходит, все работает как обычно. Вы сами знаете, что действительно первое было введение ограничения чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, потом чрезвычайное положение. Когда вводится официальное чрезвычайное положение и
чрезвычайной ситуации вводятся ограничительные мероприятия и закрытие многих объектов. Ну, потом мы рассматривали и экономические ситуации, потом мы, решением республиканского штаба дали поэтапное возобновление деятельности субъектов предпринимательства, объектов, обслуживающих население, торговли, общественное питание и так далее, и так далее. К сожалению, если так будет продолжаться, придется принимать жесткие меры и введение ограничительных мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день, вы знаете, детские дошкольные учреждения. Детские дошкольные учреждения мы пока в областях не открывали, в городе только пара объектов открыто. К сожалению, среди воспитателей обнаруживаются носители COVID-19. Мы сейчас пересматриваем и вносим в республиканский штаб, принимаем решение коллегиально на республиканском штабе. И вот мы решили, чтобы хотя бы с этой недели общественный транспорт, хотя бы в субботу после обеда и воскресенье вообще запретить, ограничить движение полностью. Мы это будем с наступающее воскресенье будем вести. И до сих пор это мероприятие, массовое мероприятие запрещено. К сожалению, до сих пор в некоторых местах продолжается, например, проведение поминки в очень большом количестве людей. И в некоторых местах считается на 50, а фактически в большом количестве. Это очень тревожно и очень опасно для распространения нашего COVID-19. К сожалению, некоторые знают, но зная, идет на мероприятие семейное, поэтому у нас семейный очаг увеличивается. В одной семье целая семья, и дети, и взрослые. Уважаемые люди, некоторые знают об этом, но так идут, авось пройдет. Но, к сожалению, такие факты имеются. Некоторые в Московском районе в одном селе целые 4 дня провожал дочку, и столько людей приходили. Теперь оттуда начинается. И очень мне, тревожно, что у нас в государственных организованных коллективах среди госслужащих имеются случаи. Они контактно бывают по работе, а потом домой привозят, дома заражают. Семейные очаги, по работе очаги. Элементарные правила гигиенические не соблюдаются. В результате вот такие факты имеются. К сожалению, второй еще один момент, я должен сообщить, что, уважаемые соотечественники, многие занимаются самолечением. Самолечением занимаются, и в результате на 6-й, на 7-й день приходит, обращается за госпитализацией уже очень запущенной форме. Очень запущенной форме, трудноизлечимые, очень тревожное положение. Поэтому некоторые дома лечиться, то, что я сказал, 3 человек, они 1 день только в больнице были. Умерли от тяжелой болезни. Кроме того, у кого есть хронические заболевания, такие как сахарный диабет, такой как гипертонические болезни, очень опасны. Поэтому у них наступает моментально смертельный случай. Поэтому, обращаясь, уважаемые граждане, не занимайтесь самолечением. И первый признак, если будет, обращайтесь к медицинским работникам, чтобы правильно назначить лечение. Кроме того, соблюдать надо все требования, которые, в первую очередь, надо думать о себе и о своих близких, которые вас окружают. Кроме того, самое главное, самое у нас, если дома есть пожилые люди, очень опасные, поэтому их надо беречь, особенно детей надо беречь, потому что, сами знаете, такие семейные очаги, с одной семьи по 5, по 6 человек уже госпитализируются, и подтверждается COVID-19. Спасибо. В начале открытия детских садов, то есть 2 недели назад, брали ПЦР-тесты у сотрудников. Будут ли браться анализы повторно? Если положительные результаты, они должны повторно сдаваться. Если отрицательные, сдаваться не будет. Учурдагы абал калыбына келсе, 2020-2021 окуу жылынын башында билим берүү мекемелеринин ачылышы тууралуу өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Эми мындай азыр эпидемиологиялык кырдаалга караша чечим кабыл алынат да. Сентябрга чейин карап көрүшүбүз керек. Эгер стабилизация болуп, эч кандай коркунуч болбосо, ачканга уруксат берилет го деп ойлойм. Следующий вопрос от редакции 24 KG. Почему бессимптомным разрешили лечиться дома? Говорит ли это о том, что не хватает мест в больницах? Нет, в больницах мест хватает. Не от того, что из-за того, что больниц не хватает. Это вопрос неправильный. Мы сейчас везде, во многих странах это практикуется. Даже некоторые бессимптомные даже на учет не берется. Например, тоже Российская Федерация, тоже Казахстан и наши соседи тоже.
его, это значит, если он лекарственный получает, тот же общеукрепляющий, витаминную терапию дома может получить, тем более, если условия есть. Мы поэтому, учитывая ситуацию, учитывая их просьбу, значит, что они берут обязательства, заполняют специальный анкет-опросник, и мы разрешаем им дома находиться, получить общеукрепляющие и повышающие иммунитет лекарственные препараты, обильное питье, правильное питание. То есть самое главное повышать иммунитет. Поэтому мы разрешили им, значит, бессимптомную форму. Если оставить сейчас... дома. Спасибо. Также вопрос от редакции 24KG. Есть ли сейчас реальный план по строительству новой больницы и что с корейским проектом инфекционки? Да, у нас, значит, в рамках тех проектов, которые будут ремонтироваться 16 больниц, инфекционное отделение с палатой интенсивной терапии. Кроме того, значит, мы вчера были в Гансе, значит, в районе Гансе, там очень большое есть, значит, здание. При необходимости там мы перепрофилируем и будем делать, создать условия. Второй, насчет корейских, значит, сегодня идет ратификация. Если пройдет, конечно, ратификация, строительство будет начаться. Полностью, значит, документ все подготовлено, экспертиза проведена, и сейчас, если ратификация пройдет, конечно, мы начинаем строительство на 130 коек на территории инфекционной больницы. Корейцы будут строить нам инфекционную больницу, отвечающую современным требованиям. Спасибо. Сколько врачей задействовано в мероприятиях по предупреждению и лечению COVID? Сегодняшний день, значит, 11 тысяч врачей задействовано. Там, значит, врачей, значит, средние медработники и средний медперсонал везде, значит, по всей стране, они на 4 группы разделены. Первый – это занимающийся лечением больных, второй – работающий в мобильных группах, третий – находящийся на санитарно-карантинном месте пересечения границ и работающих в лабораториях. Там имеются врачи, средние медработники и младший медперсонал. Кроме того, еще обсервация находится. Более 12 тысяч людей, значит, привлечен к этой работе. Они посменно работают, через 14 дней они находятся на обсервации, вернее, на изоляции, и потом вахтовым методом работает. Спасибо. Правда ли, что отделение для пациентов с внебольничной пневмонией открыли на базе госпиталя для ветеранов, и там скончалась пациентка? Позднее эпидемиологи не дали разрешения. Нет, да, мы там посмотрели, именно в этой больнице, вчера я сказал, вчера открыто 120 коек, где вот больных перевели в другие отделения. А насчет, значит, пока, значит, нету скончавшихся, значит, больной, но сейчас мы проводим там палаты интенсивной терапии, открываем и обеспечим аппаратом искусственной вентиляции легких. Спасибо. В соцсетях советуют в случае отрицательного результата после прохождения теста на COVID, но при сохранении симптомов проверять легкие и делать компьютерную томографию. Стоит ли прислушиваться к этим советам или полагаться только на тесты? Нет, во многих случаях тест отрицательный бывает, потому что они, знаете, что вот многие самолечением занимаются, употребляют много количества лекарств, это, конечно, всегда бывает. Но для более подтверждения диагноза, значит, если есть возможность компьютерной томографии, это не обязательно, но есть рентген, если пневмония есть, они могут, значит, диагноз поставить на основании клинических данных, на основании лабораторных исследований и на основании рентген-снимок можно поставить пневмонию. А компьютерная томография, это рекомендуется, но для более уточнения диагноза. Это не обязательно. Спасибо. Почему доплаты выдают только медикам в очагах и никак не поддерживают материально тех, кто работает в обсервации, хотя, по сути, там выявляют потом COVID-положительные случаи, а значит, они тоже работают в очаге? Именно эта дополнительная зарплата дается, кто работает в очаге. А компенсация, которые заболели, инфицированные были, им только дается, если все документы подтверждаются подтверждающими документами. Установят источник инфекции, факторы передачи и механизм передачи. А кто работает в обсервации, он здоровый, если здоровый, только дополнительную зарплату получает в соответствии с расчетом, установленным правительством Кыргызской Республики. Спасибо. Еще один вопрос. Почему питание медиков в обсервационных зонах обеспечивают за счет сбора средств с их коллег, которые не поехали в обсервацию, а где деньги, полученные от международных доноров, и на что их потратили?
Значит, такого факта я первый раз слышу, такой за счет других он не должен питаться, во-первых. Во-вторых, значит, обсервация, раньше, кто работал в обсервациях, они через МЧС обеспечивался. По поводу средств. Средства, знаете, да, действительно, средства есть. Сегодня проходит ратификация. Это Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Всемирный банк. Они все проводятся процедуры. По их правилам мы должны расходовать на те направления, которые согласованы с советом директоров. Мы, значит, на питание, на другие мы не можем использовать его. Мы на ремонт, на оборудование, на средства защиты, дезинфекционные средства и другие, которые прописаны, значит, согласованы с нами и советом директоров. Они одобряют, после этого утверждается. После этого мы даже вот на ремонт, на приобретение транспорта, на лабораторное оборудование, на медицинскую аппаратуру, медикаменты, средства индивидуальной защиты, дезинфекционные, хозяйственные, другие товары. Все за счет этих проектов. Вчера один ваш коллега, видимо, выступал, что это как будто мы воруем. Это. Ничего такого нет, не будет, потому что здесь четко прописано, все это через Министерство финансов идет и через, значит, специальная группа ОРП есть, один из проектов, и они прописано, на что тратится, какая сумма. Все проводится открыто. У нас, значит, на нашем сайте вывешено все, на какую сумму что покупается. Спасибо. Какова мощность больниц Кыргызстана, сколько реально больных они могут принять? Значит, у нас сегодняшний день инфекционных больных 1821 идет, поэтому это больницы, койки, значит, только инфекционные, 194 палаты интенсивной терапии. Если мы будет ухудшаться на зимний период, мы тогда многие соматические больные перепрофилируем. Сейчас как раз, значит, подготовка осенне-зимний период. Мы четкую мощность рассчитываем, где, в какой области, сколько больниц будет развернуты у койки. По проекту Всемирного банка предусматривалось оснащение больниц оборудованием. На какой стадии его реализация? Значит, реализация идет, сегодняшний тендер проведен, значит, закупки ИВЛ, значит, из кислородной концентрации и другие монитор прикрывательные. Кроме того, сейчас идет, значит, приобретение, значит, автотранспорта скорой помощи, значит, приведен, срок поставлен, где-то поставка начинается в конце июля месяца, потому что мы дали 60 дней срок. Некоторые, значит, ретендеры объявлены, которые не вышли, их, значит, будем проводить, и где-то в течение месяца-полтора они будут уже поступать. В решении Совбеза по борьбе с коронавирусом есть пункт о закупке годового запаса средств защиты. Сколько конкретно СИЗ нам надо и чего не хватает больше всего? Ну, сейчас мы четко расчеты после проведения этого Совет Безопасности, сейчас мы занимаемся расчетом конкретно, чтобы был годовой запас. Это годовой запас. И в основном очень большое количество есть костюмов, которые, значит, работающих непосредственно второго типа. Потом респираторов у нас очень проблематично будет, которые FF3. К сожалению, этого нету. Мы сейчас пользуемся FF2. А так костюмы, значит, работающие в инфекционных больницах, работающих в очагах, а также лабораториях у нас сегодня заказано. Все закупки идут через ЮНИСЕФ. Там есть у них создан портал, она он очень качественная будет и гораздо дешевле, чем другие фирмы, которые поставляют. Кыргызстан собирается массово закупать тест-системы. Сколько денег на это нужно и сколько сейчас есть средств на эти нужды? Ну, тест-системы у нас достаточно на 3 месяца запас имеется, более 100 тысяч. И сейчас еще мы ожидаем поступления, значит, для ПЦР-анализов. Кроме того, у нас в плане имеется 10 лабораторий. Значит, сейчас Российской Федерации разговор ведем. Там уже у них готовые луночные там аппараты. Это специальный аппарат, который, значит, проводит исследования. И кроме того, у нас еще иммуноферментный анализ будет проводить для скрининга и, значит, проверки состояния иммунитета людей, граждан наших.
Сколько средств индивидуальной защиты для медиков было на начало вспышки коронавируса, сколько закупили потом на бюджетные деньги и на средства международных доноров? Ну, это, значит, сейчас точно я не знаю, сколько из государства, где-то 34 миллионов сомов выделено и закуплено, поставлено и раздали. А вот международных проектов, значит, у меня конкретно сейчас нету, я могу в следующий раз сказать. Спасибо. В каком случае Минздрав будет настаивать на том, чтобы вновь ввести режим чрезвычайного положения на территории страны или в отдельных регионах? Обсуждается ли этот вопрос сейчас? Мы сейчас проводим мониторинг ежедневный, когда, значит, если будет усложняться эпидемиологическая ситуация, возможно, вот, например, в тех регионах, где очень у нас тревожное положение, мы можем предложить штаб республиканский о введении хотя бы ограниченных мероприятий в отдельных зонах, отдельных регионах и закрытие отдельных объектов. Спасибо. С ростом числа заболевших коронавирусом растет и число медиков, заразившихся вирусом. С чем это связано? Не получится ли так, что на пике лечить пациентов просто будет некому? Действительно, если медики идут в передовом, как они говорят, значит, контакт лицом к лицу идет с врачами, значит, пациентами, и как в очаге, так и в больницах. Первая причина, это, знаете, что у нас, оказывается, больница вообще не отвечает современным требованиям. Поэтому там инфраструктура, нет душевых, нет таких. Старые больницы, инфекционное отделение в заброшенном состоянии. Маломальские условия создали. Это в первую очередь. В вторую очередь, значит, мы обучали, средств защиты хватает. К сожалению, наши медработники сами нарушают правила гигиенические, поэтому заражаются. Иногда они приходят, собираются, вместе кушают, вместе питаются в одном месте. Поэтому они друг друга. Некоторые даже домой, из дома привозят, некоторых зараженные есть, контакты. А потом они передают на работе, бывает. Вот такие несколько факторов. То есть ответственность, во-первых, и должна заниматься, значит, они должны знать, что соблюдать все правила, которые утверждены. Мы 8 алгоритмов разработали, пошаговые действия расписали им. К сожалению, имеется факт нарушения, и это факт, результатом является инфицирование именно работников, особенно санитарки, технический персонал. Врачи тоже, они в контакте бывают, поэтому имеется факт. Мы сейчас по каждому случаю расследование проводим. По расследованным случаям, по результатам, мы потом будем заключение давать, на основании заключения выдаются компенсационные выплаты. Когда Минздрав сообщает об умерших, то часто говорится, что человек обращался по месту жительства в поликлинику, а там его лечили от обычной простуды, и в итоге он поступал в спецучреждение в тяжелом состоянии. Почему так происходит? Неужели медики на местах не могут отличить простуду от коронавируса? Почему после нескольких таких случаев всех больных с коронавирусом не тестируют на коронавирус? Значит, я сказал вот так. Значит, вот последние умершие, последние 10 дней анализировали. К сожалению, они сами занимались самолечением дома, в тяжелейшем состоянии поступает больных, через сутки или через 2 суток умирает. Потому что запущенные формы, очень тяжелые заболевания, но у них были сопутствующие заболевания. Это сахарный диабет, это значит, заболевание сердечно-сосудистой системы. То есть вот это все хроническое заболевание способствует, и люди погибают. Например, вот недавно в Тюбском районе. В горах был, приехал, простудился, день побыл и через день умирает. Но они при этом успевают взять анализы, анализы оказываются положительными. Вот таких много фактов. И вчерашний тоже, например, в Наукенском районе. День-два. Вот поэтому вот такие моменты очень много фактов. Поэтому я призывал бы, не занимайтесь самолечением. При малейшем появлении признаков обращайтесь к медицинским работникам. Некоторые наши медики тоже, наверное, видимо, упускают момент. Это, возможно, факт имеется. Поэтому нам говорит средства массовой информации. Мы каждый смертный случай разбираем комиссионно. И если есть какие-то упущения, мы привлекать будем к ответственности. Рахмат. Кийинки суроо Аки пресс редакциясынан келиптир. Чет өлкөдөн июнь айы ичинде кайтып келген Кыргызстандын жарандарынын арасында канча учур аныкталды? Июнь айы ичинде кайтып келгендердин арасынан.
июнь айынын ичинде мисалы башка сырттан келген мындай айтканда көп Россиядан келишти, Египеттен келишти, Индиядан келишти. Алардын баарын келгенде биз аэропортко обсервацияга жаткырабыз. Ал жерден анализ алабыз да, анализдерин эгер отрицательный болсо аларды үйлөргө жөнөтөбүз, жерлерге. Эгер положительный болсо аларды кармап туруп ошол жерде 14 күн карайбыз. Алар менен контактный болгондордун баарысын ал жерге мындайча жаткырып медициналык көзөмөлгө алабыз. Рахмат. Спутник маалымат агенттигинен суроо келиптир. Таласта коронавирус жуктургандардын саны канча болду? Облуста кырдаалгандай айыккандар барбы? Талас областы боюнча бүгүнкү күндө 33 учур катталды. Алардын айыгып чыккандар да бар, чыгып атышат. Жалпысынан Таластан мындайча айтканда органдар барлыгы көзөмөлдө турушат. Жана айрыкча мына Чоң Капка деген өтө турган жер бар. Ошол жерден өткөн шоферлордон алабыз. Жанагы жүк ташуучу шоферлордон алып туруп, алардан ошол эгер чыкса ошол жерге жаткырып атабыз. Так мындайча айтканда лаборатория иштеп атат, баары контролдо турат. Мындайча айтканда местный администрация менен чогуу бирдикте иштеп атабыз. Айыгып чыккандар бар, бүгүнкү күндө 2 киши айыгып чыкты. Спасибо, рахмат. Это кийинки суроо Аки пресс редакциясынан келиптир. Каковы результаты ПЦР тестирования депутатов Жогорку кеңеши? Положительные. Можете назвать имена депутатов, у которых положительный результат? Нет, не могу. Почему пациент с онкологией все-таки был добавлен в общий список летальных исходов от коронавируса? Повторите еще раз. Почему пациент с онкологией все-таки был добавлен в общий список летальных исходов от коронавируса? Значит, они успели взять анализ, когда после смерти мы исследовали результат анализа положительный, поэтому мы включили его в общий список умерших. Но основной диагноз – это онкологическое заболевание, но, видимо, значит, раз положительно, мы обязаны включить статистические данные. Орунду жуктуруп алган медиктер боюнча атайын комиссия иштеп жатат деп бир нече жолу айтылып келген, бирок ошол комиссиянын ишинин жыйынтыгы дагы эле айтыла элек. Ал комиссия ишинин жыйынтыгын качан чыгарат? Жакын араны 2 күн ичинде бардыгын чыгарабыз. Кудай буюрса, бүгүн азыр айтып келдим мен дагы, бүгүн комиссиянын иши башталды. Жерлерден бизге биринчи баштапкы документтерди бериш керек. Бул жерде комиссия ошол документтердин баарын иликтеп чыккандан кийин корутунду чыгарат. Ошол корутундун негизинде акчаны которо баштайбыз. Рахмат. Үй карантинин бузгандыгы үчүн канча адам айыпка жыгылды жана ушул оорусу белгиси жок өтүп жаткандардын арасында дагы үй карантинин бузгандар барбы? Мен баягы үй карантин бузгандар, мисалы, ар бир өздөрүн үй карантинде калып атканда биз атайын мындайча айтканда тил кат алабыз да, тил кат алып, могураки эрежелерди сактаймын, эч жака чыкпаймын, баардык санитардык эрежени сактаймын депчи. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда үй карантин бузган кишилер мындайча айтканда эскертилди, айыпка чыгылган жок. Мындай кишилер бар. Эми толук санын азыр айта албайт экенмин, себеби біз мына 2 күн акыркы күн ичинде штабка алып келип, штабтан беришет бизге. Рахмат. Жеке коргонуу каражаттары жетиштүү болсо дагы мед кызматкерлер арасында коронавирус жуктургандар азайбастан тескерисинче көбөйүп жатат. Бул эмне үчүн мындай болууда? Мен жаңы айтып кеттим го, 2 эле себеби бар. Биринчиден ошол жердеги больницадагы инфраструктуралардын түзүлбөгөндүгү, анан экинчиден өздөрүнүн мындайча айтканда жоопкерсиз мамиле кылып туруп өздөрү жугузуп алгандардын. Анан айтып атам, чогуу отуруп чай ичишет, бир жака барышат, ал жактан келишет, ошондолор биринен бири жугузуп алат. Кээ бирлери болсо чындыгында жана оорулар менен контактта болушкан, же болсо очокто болгон, ошолордо алардын арасында бар. Ошондо мисалы баягы колун убагында жууп, оборот кылып туруш керек. Тилекке каршы ушундайлар моменттер бар. Решилась ли проблема с поставками лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями через ЮНИСЕФ? Какие лекарства? Для пациентов с хроническими заболеваниями. Это на онкологические заболевания или какие, значит,
Сейчас мы закупаем, значит, если для онкологических больных, значит, мы сейчас вопрос, значит, тендер объявили, значит, в течение 14 дней тендер будет висеть, а потом закупаем. Денег есть, мы решили вопрос со всеми, значит, общественностью, комиссию включили, работает, значит, комиссия, и она будет закупать за счет бюджетных средств. А ЮНИСЕФ нам, разовую помощь оказывает. А на какое время хватит тех средств защиты, которые сейчас есть в Кыргызстане у медиков? У нас пока месячный запас имеется, а потом уже к этому времени, на следующей неделе уже поступает закупленные, значит, средства индивидуальной защиты. Когда Минздрав отчитается по полученной от доноров помощи системе здравоохранения? Мы в любое время готовы отчитаться. Если, значит, сейчас мы проведем, значит, как говорится, через Жогорку Кенеш, и будем использовать в конце года, наверное, отчитаемся полностью. Мы, когда используем средства, деньги еще не поступили, у нас на счету нету, как мы можем отчитаться? Если поступит, закупим те, которые заложены в плане, после этого мы отчитаемся. И у нас везде, всегда висит на нашем сайте, за что, за счет каких источников, что куплено, прозрачно, в любое время, COVID-19, медкежи, сайтқа кірсе, бар ошол жерде ачык айкын турат. Канча средствабыз бар, канча беткап бар, канча өздүк коргонуучу кийимдер бар, бардыгы ошол жерде жазылып турат. И последний вопрос. Раньше тестов за сутки проводилось больше, но больных было выявлено меньше. Сейчас ситуация изменилась. Почему? Говорит ли это о том, что тесты были некачественные? Нет, не может. Этот тест не может быть некачественным, потому что мы эти же тесты используем во всех областях. Она проходит проверка, и они заключены, значит, у нас идет с сертификатом. Поступает тест-система из Российской Федерации, Белоруссии, Турция, Германия. У нас несколько, и даже вузовские сертификаты. Раньше, да, меньше проводилось, меньше было больных, инфицированных и меньше контактных. А сейчас, видите, как, день 200. Раньше, если было 5, 10, 20, а сейчас больше около 200 или 205. Соответственно, увеличивается количество контактных, соответственно, количество, значит, исследуемых пробов увеличивается, и, соответственно, обнаруживается большое количество инфицированных среди контактных. Поэтому это говорит о качестве тест-системы. Если мы не выявляли бы, меньше выявляли, другое дело. Мы выявляем же. Это есть несколько факторов, которые дают нам положительные результаты. Во-первых, первые дни почему отрицательные? Потому что в крови еще вирус не начал действовать. Вирус действует, когда организм ослабляет, иммунитет падает, он попадает в кровь, тогда температура поднимается. Температура поднимается, организм начинает бороться. В организм вырабатываются антитела. Когда антитела в организм попадает, вот это мы те системы ложим, они, как, значит, реакция преципитации идет. Этот момент дает положительный результат. Это 6, 7, 8 день или 12 день. А первые дни результаты всегда отрицательные. Поэтому, потому что организм попал, а вирус еще не начал действовать. Это борьба между макроорганизмом и микроорганизмом, то есть вирусом. Поэтому здесь есть свои нюансы. Второе – это от качества забора материалов, от транспортировки и от знаний наших лабораторий. По сегодняшний день наши лаборанты работают, врачи круглосуточно работают сегодняшний день. Плюс еще транспортная среда достаточно у нас есть. Пока мы сейчас выходим из положения и на ближайшее время еще закупаем все расходные материалы. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем пресс-конференцию в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану, а также вас проинформировали, а также ответили на ваши вопросы министр здравоохранения Кыргызской Республики Абдикаримов Сабиржан Тохтосунович и начальник городского управления здравоохранения мэрии Бишкека Исмаилова Бахтыгуль Сардарбековна. А прямой эфир брифинга пресс-конференции вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.